Ячмень, чтобы спахать 5 гектаров. Вот считайте, где-то 2400 идет на гектар. Только вспахать. Спахать. Да. Потом маловать. Это уже половина. Это 1500 сомов. И посев. Это 700 сомов. Это получается, вот считайте, 3,5, почти где-то 4,5 уходит на 1 гектар. Больше 25 лет Касымбек Суимбаев возделывает десятки гектаров полей. Раньше выращивал сахарную свеклу. Говорит, было прибыльно. А несколько лет назад, когда труды перестали окупаться, отказался от этой культуры и перешел на ячмень. Сейчас в его амбаре хранятся остатки последней собранной партии урожая. Когда вот во время уборки, например, ячмень стоит, например, от 6 до 7 сомов. А потом, как закончится уборка, он поднимается, цена. Я, например, я же должен рассчитаться с комбайнерами, а у меня денег нету, и придется мне, хочется, не хочется, продать подешевле. А потому что в то время цены нету на нее. И как закончится уборка, через 3 месяца уже поднимается. Я теряю где-то примерно с килограмма. Вот я, если по 6 сомов продал, после уборки урожая через 3 месяца эта цена будет, может, 12 сомов. Касымбеку Суимбаеву еще повезло. Благодаря тому, что мужчина параллельно с земледелием занимается еще и животноводством, убытки не столь ощутимы, как могли бы быть. Часть урожая уходит на корм коровам и баранам, которых также выращивают для продажи. Однако даже владельцы пшеничных полей в минувшем году не настолько ощутили убытки, как те, что выращивают картофель, утверждают в Нацстаткоме. Специалисты этого ведомства на днях опубликовали данные по итогам прошлых сезонов. Объемы производства некоторых фруктов, овощей снизились существенно. К примеру, виноград. Его вырастили и собрали в 2018 году на 8% меньше, нежели в 2017. Бахчевых культур на 6%. В целом же объемы выращенных овощей снизились почти на 18%. В 2019 году были сокращены посевные площади озимой пшеницы на более 17 тысяч гектаров. Естественно, мы получили по итогам 2019 года произведенной продукции пшеницы меньше к уровню 2019 года. 2018 года. Также в 2019 году были снижены посевные площади картофеля. В связи с чем мы также по итогам 2019 года получили меньше производства картофеля по сравнению с 2018 годом. В статистическом комитете рассчитывают, что результаты исследований позволят Министерству сельского хозяйства в этом году иначе спланировать сельхозработы, чтобы фермеры не несли убытки, а население не оставалось без отечественного урожая. Однако специалисты ведомства уверяют, что и без прогнозов у них все складывается хорошо. Посевной план выполняется, урожай в должном объеме собирается, а то, что у кого-то убытки, так это, по словам специалистов, лишь потому, что дождь не вовремя прошел, или снег выпал и подморозил все посевы, или наоборот, засуха помешала. Но случаи эти единичные. В 2019 году весна ранняя была, а лето засушливое. Вот засуха и повлияла на урожай некоторых культур. Но в целом общий рост сельхозпродукции составил больше 2,16%. Продукцию было произведено в общем на 220 миллиардов сомов. Если выделить по отдельным позициям, то объем зерновых составил 39 800 тонн. Площадь посадки картофеля снизилась на 5,2% гектаров. Уменьшилась и площадь посадки зерна. Хороший темп роста был у овощей и фруктов. К слову, картофель – одна из наиболее проблемных сельхозкультур страны. Из-за нее в отставку подал даже бывший министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев. Случилось это, напомним, в минувшем году, после того, как фермеры массово стали жаловаться на то, что отечественную картошку попросту невозможно сбыть, и корнеплоды тоннами загнивают на складах страны. Тогда министр заявлял, что большие объемы картофеля готов приобрести Узбекистан, а после, что урожай можно будет продать Казахстану. Однако кыргызстанский картофель экспортировать никто не спешил, а рыночные цены упали ниже себестоимости, до 4-5 сомов за килограмм. Как в этом году поведет себя министерство, пока непонятно. Фермеры же теперь гадают, что сажать, чтобы потом было что продавать. Сабина Дамаскинади, Асакимбаев, НТС.